Салем достар халайсыздар, күнүлкүлеріңіз қалай? Приветствую вас, дамы и господа. Бүгін студияда Юлия from Казахстан. және бастайық. Дамы и господа, мы начинаем. Сегодня у нас с вами новое словосочетание. Тіркелген жері. Тіркелген жері. Тіркелген жері – место регистрации. Тіркелген регистрации жері – место. Но если вы будете искать переводы этих слов в словаре, вы увидите кое-что другое. Смотрите. Слово «тіркелген» образовано от глагола «тіркеу» – регистрировать. Тіркеу. Вот и все. Затем убрана буква «у», добавлен суффикс «ыль», который говорит, что это зарегистрировано кем-то, и добавлен суффикс «ген», который говорит о том, что у нас здесь используется прошедшее время. Вот таким нехитрым способом, вот таким вот конструктором образовано новое слово. Погнали дальше. Жера. Жер – это земля. Это первое значение. В данном случае будет переводиться как место. Место регистрации. Но, как вы поняли, это все грамматика. Лишь просто напоминаю о том, что в словарях не всегда вы увидите все значения. Ну а если вы используете Google Translate, он тоже не всегда корректно переводит. Более того, он даже не озвучивает казахскую версию. По-русски он вам все озвучит, по-английски вам все озвучит, а вот с казахским языком возникнут проблемы. Поэтому мы с вами учимся читать по-казахски. Ну, давайте теперь научимся все-таки читать, да? Тіркелген. Как обычно, мы каждое слово делим по слогам. Тіркель, тіркелген. Мы с вами в первом слоге видим палочку с точкой. Это нечто среднее между буквами и «и». Смотрите, буква «ы» читается твердо и кратко, да? Тіркелген, буква «и» достаточно мягко. Тіркелген. А палочка с точкой – это именно среднее значение. Тр. Читается коротко и мягко. Ну, не совсем мягко, как буква «и». Вот именно среднее звучание, среднее значение. Тр. Ну и дальше мы видим везде букву «е». Тіркелген. Тіркелген. А здесь применяется правило, которое звучит так. Как пишется, так и читается, и ни одна буква не искажается. Вот и все. Лишь напомню про букву «л». Она читается, как будто там написан мягкий знак в данном случае. Если будут стоять твердые гласные буквы, то «л» будет читаться твердо. Вот и все. Два варианта произношения. Мягко и твердо. Тіркелген. Погнали дальше. Слово «жері». Жері. Опять же читаем через «е» и видим в конце палочку с точкой. Снова напомню, что это коротко звучащая буква и нечто среднее между буквами «ы» и «и». Тіркелген жері. Тіркелген жері. Место регистрации. Дамы и господа, сегодня мы с вами научились читать еще одно словосочетание на казахском языке. Увидимся с вами в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.